Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюйрех объявляет сбор средств в помощь Ивану Оконечникову 2004 года рождения на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких. Диагноз – внебольничная плевропневмония. Чтобы помочь Ванюше, достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Ванюше вместе! Порой, глядя на человека, ты можешь угадать, о чем он думает и мечтает, кем он работает и что любит. Наша сегодняшняя героиня – яркая, добрая и искренняя, которую не очень легко разгадать, но с легкостью можно понять. Меня зовут Небьяна Попова, мне 24 года. Родилась я в Амгинском Улусе, село Абага. У меня инвалидность с рождения, и поэтому я в садик ходила пару раз. Помню, как с ребятами общалась, там у нас тихий час был, вместо тихого часа общались, помню. А потом у меня вместо садика был дом. В силу своего возраста, наверное, я не замечала этого всего, что на меня как-то по-другому смотрят, выделяют из толпы. Просто у меня было такое веселое детство со своими ровесниками, были игры. 1 сентября пошла в Абагинскую среднюю общеобразовательную школу. Для меня было это очень волнительно, как и для моих родителей. Все эти воспоминания хранятся во мне. А потом я некоторые классы училась в школе. Основные первый класс, но в основном у меня было домашнее обучение. Ко мне приходили мои учителя, и так как моя мама тоже учительница, она тоже заменяла, она меня тоже учила. И как-то то, что я училась на дому, никак на меня негативно не повлияло. Я научилась сама над собой работать, какие-то знания получать. Такие дни бывали, что я ходила в школу, посещала занятия, и одноклассники ко мне очень хорошо относились. Например, в начальных классах мне даже помогали рюкзак носить. Диана, давай я тебе помогу. Да, были такие моменты. Все знали, что у нас в деревне есть такая девочка, и что она учится на дому, и как-то все нормально относились. Школу окончила также на домашнем обучении, закончила золотой медалью. И настала пора поступать на учебу. Поступила я заочно на Арктический институт культуры и искусства, факультет библиотечных технологий. И очно параллельно поступила в Республиканский лицей-интернат по специальности бухгалтер. Поняв, что бухгалтерское дело не мое, я поступила заочно в сельскохозяйственный техникум по специальности право и организация социального обеспечения. Я там успешно 3 года проучилась, получила красный диплом и сейчас уже по этой сфере работаю. В 2012 году я познакомилась с Верой Петровной Душкевич, и она меня пригласила на встречу. И наша встреча переросла в приглашение на семинар. В то время благотворительный фонд «Харисхал» приехали из региональной общественной организации «Перспектива» города Москвы Сергей Прушинский. И он проводил семинар по пониманию инвалидности и как проводить эти семинары. Обучающий, И на этом семинаре я встретила своего уже, получается, бывшего сокурсника Афанасия Лаптева. И как-то он мне предложил стать его заместителем. И когда мы общественную организацию создавались, мы сразу ей предлагали, чтобы она приходила к нам. Сразу же назначили зампредседателем региональной общественной организации «Движение без барьеров». Так и работаем вместе. Я стала заниматься общественной деятельностью с Афанасием, региональной общественной организации «Движение без барьеров». И в итоге я как-то стала с Харисхалом тоже вплотную работать. И уже который 5-й год получается, мы очень успешно работаем. 2013 года и по сей день я продолжаю курировать уроки доброты. Суть этих уроков в том, что правильно принимать человека с инвалидностью. Бывает же, когда именно дети видят человека с инвалидностью в первый раз, у них возникает такое ощущение, будто
страх, может быть, возникнуть, если человек на коляске. И наши уроки стирают, можно сказать, этот стереотип по отношению к людям с инвалидностью. Когда спрашиваешь, а если вам в класс придет ребенок с инвалидностью, вы как его примете? А мы примем его как своего. Они будут уже знать и с радостью его примут. Есть люди, которые, может быть, никогда не видят человека с инвалидностью, да? Когда я иду по улице, например, на меня могут 2 раза обернуться. Вот просто пройти, посмотреть, а потом 2-й раз обернуться. Что это такое может быть? Конечно же, как-то неприятно, но все равно же это от непонимания происходит, да? Со мной ничего такого не случилось, я просто такая родилась и воспринимаю это как должно быть. Даже если бы не было моей инвалидности, да, то я не знаю, чем бы я занималась, куда бы я дошла. А сейчас то, что есть в моей жизни, это меня радует. В жизни ведь все складывается не так, как ты хочешь. Вот. И я благодарна за то, что моя вся жизнь такая наполнена только позитивом. И я благодарна этому в первую очередь своим родителям за то, что они меня такую воспитали, за их поддержку, за то, что они мне дали силы поверить в себя, за то, что они меня так любят. Я благодарна своему мужу за его любовь, за его поддержку. Он тоже меня очень поддерживает, всегда будет за меня, если что. И, конечно же, спасибо моему любимому фонду «Харысхал», который меня развил в этом направлении, за то, что за профессионализм, за опыт. И просто когда я прихожу на свою работу, я прихожу как в свою семью. Мне всегда рады, я всегда рада им. Надеюсь, что наша взаимная любовь будет на всю жизнь. Мир вокруг тебя может заиграть любыми красками. Ты можешь сделать его радужным или бесцветным. Главное помнить одно – все в твоих руках. Большая дружная компания детей-участников летних смен инклюзивного лагеря всероссийского проекта «Спорт вместе по-настоящему» собралась на большую встречу, организованную фондом «Харысхал» на базе отдыха Ленские Зори. 2 автобуса доставили ребят и их родителей на Табагинский мыс, где дети смогли вдоволь порезвиться на свежем воздухе и полюбоваться открывающимся великолепным пейзажем реки Лена. По приезду детей ожидал сытный обед и самая ответственная, торжественная часть. Фонд «Харысхал» приветствовал самых маленьких гостей, новых участников проекта «Спорт вместе по-настоящему» и поздравил их с успешным прохождением курсов по подготовке к школе и поступлением в 1 класс. В качестве памятного сюрприза им были подарены фарфоровые колокольчики, которые тут же зазвенели в руках у малышей. После поздравлений всех ребят ждали подвижные игры на свежем воздухе. Поделившись на 2 команды, дети играли во всеми полюбившуюся за время лагерной жизни игру боча, которая является паралимпийским видом спорта, а также веселые игры молекулы, белки, орешки и другие. Ребята проявляли в играх командный дух, смекалку и креативность. Специалисты фонда «Харысхал» выражают благодарность базе отдыха «Ленские Зори» за оказанную поддержку и гостеприимство и надеются, что эта встреча стала еще одним ярким событием в жизни ребят. Этой осенью одной школы во всероссийском проекте «Спорт вместе по-настоящему» стало больше. К проекту присоединилась начальная общеобразовательная школа Намского района. Торжественная встреча прошла в стенах Намской школы, куда съехались действующие участники проекта из 3 школ Якутска. Ребята и их учителя подготовили 3 тематических станции, где новые участники попробовали себя в паралимпийских видах спорта, таких как голбол и ботча, а также познакомились с адаптированными якутскими играми. Кроме этого, новые участники получили спортивный инвентарь по ботча и всю необходимую атрибутику проекта. В Намском Улусе благотворительный фонд «Харысхал» открывает уже 2-й год лагерь, инклюзивный лагерь «Спорт вместе по-настоящему». Но мы тут видим, как дети социализируются, адаптируются, да, и нас очень нравится этот проект, потому что мы уже 2-й год встречаем на нашем лагере, и дети очень положительно характеризуют наши родители, да, у нас очень много заявок до сих пор уже в следующем учебном году, и чтобы мы как-то расширить этот проект, хотели именно открыть в Намском Улусе
работать с этим проектом. Мы надеемся, что данный проект будет в пользу нашего улуса, потому что дети, у нас очень много детей с ограниченными возможностями здоровья, да, и мы именно поможем нашим детям адаптироваться, социализироваться, да, то есть мы помогаем нашим школам в учебно-воспитательном процессе. Этот проект должен быть не только на уровне города Якутска, он должен распространиться и в улусы. В исторический момент сегодня мы приехали показать ребятам, что же такое этот проект, то есть чему они могут научиться. Сегодня с нами приехали 3 школы, которые участвуют в нашем проекте уже 2-й год. И сегодня они знакомятся с игрой боча. Их показывает школа номер 18. То есть они уже очень приноровились, уже опытные. Девочки сами учат детей. И детям, я вижу, очень нравится то, что учит не учитель, а ребенок уже учит, да. А вторая школа, это у нас Саха-политехнический лицей, показывает у нас сегодня голбол. И 3-я школа, это 34-я школа, это у нас уникальная школа тем, что в этой школе работает учитель, который продвигает свой авторский проект, то есть продвигает инклюзивный спорт, национальные виды спорта. Далее мы планируем, что эта школа будет уже внедряться в наши проекты, то есть мероприятия. На дни параспорта будем приглашать, сами будем сюда приезжать с обучающими семинарами. И надеемся, что уже в 2018 году они уже подключатся активно. То есть учителя, уже пройдя обучение, смогут внедрить виды паралимпийские уже на уроке физкультуры у себя в школе. Такой первый шаг, именно внедрение проекта в улусе, мне кажется, будет очень хорошим примером для других улусов и районов, чтобы они тоже подключились к проекту. Участники проекта рады новой школе. Ребята сразу нашли общий язык, поддерживали и помогали друг другу на протяжении всего мероприятия. Организаторы с нетерпением ждут новых встреч с участниками Знамского района в рамках проекта «Спорт вместе по-настоящему». Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюйрех объявляет сбор средств в помощь Ивану Оконешникову 2004 года рождения на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких. Диагноз – внебольничная плевропневмония. Чтобы помочь Ванюше, достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Ванюше вместе!